Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В этом году по всей стране проводится множество тематических мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России. Какие памятники архитектуры, археологии в этом году стали объектами культурного наследия? Поговорим с гостем студии Николаем Макаровым, руководителем Департамента Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сотрудники вашего департамента выезжают в самые отдаленные уголки нашей республики. Расскажите самые отдаленные села, которые вам удалось посетить. Да, действительно, проведение экспедиций, мониторинг памятников, объектов культурного наследия является одним из самых интересных, экстремальных, ну и таких сложных направлений нашей деятельности. В этом году мы провели уже ряд экспедиций, и до конца сезона мы проведем еще ряд. Одним из самых отдаленных стало проведение экспедиции по Булунскому району. Там мы в сихтярских, тюрютских наследях проверили 6 федеральных памятников архитектуры и 4 памятников археологии регионального значения. То есть это самая обширная экспедиция за последнее время. Но наша задача в этих местностях проверить состояние их памятников, угрожает что-либо и даем предписание, если понадобится местным властям об отношении к тем или иным памятникам. Еще одной большой экспедицией стала по Алданскому району. Там мы проверили знаменитые памятники археологии, как Сумнагин-1, Сумнагин-2, Сумнагин-3. Это примерно 200-250 километров от самого города Алдана вверх по реке. И это еще не все, потому что за одну экспедицию охватить такой большой район, как Алдан, не получается. Мы поэтому некоторую часть памятников оставили на следующий год. И вот намечается в четверг еще одна большая экспедиция по Хангаласскому району, в частности по наследям Каталжура и Синск. Мы там проверим 4 памятника археологии и 1 памятник архитектуры. Опять же, как они стоят, какое состояние, что угрожает и так далее. Мы уже затронули самые обширные ваши экспедиции, в 2 словах вы рассказали. А теперь расскажите, пожалуйста, про самые плодотворные экспедиции, которые были в этом году. Ну вот я Булунскую экспедицию, я думаю, что считаю одним из самых плодотворных, потому что была задача проверить 6 памятников археологии, но мы проверили еще и памятники, исторические памятники. Например, памятник Санникову, одном из выдающихся деятелей по организации экспедиций своего времени, мы проверили этот памятник. Это для нас такая дополнительная нагрузка получилась. А были ли какие-то незапланированные поездки? Случалось ли обнаружить тот или иной памятник культурного наследия, неожиданно? Да, неожиданностей и незапланированных поездок у нас хватает. Мы по закону должны среагировать, если разрушается какой-либо памятник. Да? Например, в этом году, к сожалению, у нас случился непредвиденный поселка Пеледуй, Ленского района. Читатели газет знают то, что случилось, разрушение одного памятника, и мы срочно должны были отправить своего специалиста, чтобы зафиксировать. Сейчас идет работа по его восстановлению. Мы много пишем, показываем о памятниках археологии. Их в этом году очень много. Почему так происходит? Потому что строительная работа и газификация сел у нас в республике идет интенсивно. То есть это хорошо. И еще один момент, то что когда идет земляные работы, они нечаянно обнаруживают памятники археологии. Вот на днях как раз завершились большие археологические раскопки в Катасском наследии, где обнаружены были около десятка древних захоронений. Не обошлось без сюрпризов. Там была найдена сенсационная находка. То есть женщина, девушка, якутка, захороненная в XVIII веке с традиционными такими ритуалами. И тут мы такие находки называем ритуальный синкретизм. То есть там было захоронение с совмещением якутских традиций и православных традиций. Это очень и очень интересно. Намечаются раскопки в Намском Улусе, в местности Хумустак. Опять же, когда работали газовики, они обнаружили тоже древние захоронения. То есть наша работа тем интересна, что она преподает
показывать время от времени очень интересные находки. Действительно, тут Да. сложно не согласиться, что ваша работа очень интересная. Да, да. А расскажите, какова процедура признания того или иного объекта памятником культурного или археологического наследия? Что дает такому памятнику признанный статус? 73-й федеральный закон исчерпывающе дает критерии оценки взятия под охрану любого объекта культурного наследия, будь это достопримечательное место, памятник археологии, памятник архитектуры, монументальное искусство и так далее, так далее. Очень сложный процесс, но возможный. И в первую очередь тут я считаю, ну вообще-то департамент должен поступить акт от экспертизы, то есть человек, который хочет признать объект культурного наследия и взять под охрану, он заказывает государственную историко-культурную экспертизу, и, соответственно, в свою очередь, эксперт подает документ в Департамент охраны культурного наследия. К этому предшествует масса работ. Работа в архивах, фотосъемка, топосъемка, кадастровая работа, определение границы и так далее. То есть взятие под охрану любого памятника от года до 1,5 лет, а то и больше. Потому что мы знаем момент, когда годами тянулась эта экспертиза. 5-6 лет может вестись. Поэтому я прихожу к одному моменту. Нужна воля. В первую очередь воля к защите, к охране объектов культурного наследия. И вот эта воля и двигает. Мы до сих пор вспоминаем опыт Борисовой Светланы Степановны, жительницы Татулагина-Кельдянского наследия. Она, к сожалению, отошла от нас в 2018 году. И когда она в течение 2-3 лет самостоятельно, с поддержкой экспертов, конечно же, и мы ее в свое время поддерживали, взяла под охрану, оформила 16 достопримечательных мест. Ни до, ни после ее опыт пока не перекрыт. Огромное достижение для нашей сферы. А все-таки после всей вот этой вот проделанной работы, которая долго может вестись, что вот данный статус может давать памятнику? Защиту закона. Это особенно актуально в нынешний период, когда я уже говорю то, что газификация интенсивно идет, промышленное освоение Якутии интенсивно развивается, строительная отрасль, дорожное направление очень сильно развивается, и все это некоторым образом налагает ответственность для хранителей наследия. И, соответственно, мы вовремя должны оформить защиту наших исконных сакральных, например, территорий. Мы знаем опыты, когда вот уже проведена строительная экспертиза, вот уже принято решение строительства какого-либо объекта, будь то связано это с жилищем людей, или газификацией, или появлением таких свалок, как мы их называем, и тут начинается работа по их защите. А это уже, как я уже сказал, требует массу времени, средств и сил, и не успевает просто-напросто. Тогда по закону мы не можем воспрепятствовать к строительству, к использованию данных территорий. Поэтому сейчас все должно делаться вовремя. Мы знаем моменты, когда благодаря дальневосточному гектару отошли в частную собственность, в том числе сакральные места, проведения цеха, к примеру. И тут уже фактически департамент бессилен, потому что то, что отошло в частную собственность, довольно-таки сложно изъять обратно. Мы знаем, когда были отведены под строительство индивидуальных жилищных домов погосты древние, и вовремя, вот почему так происходит? Потому что мы должны вовремя постоянно работать над этим. Наша цель такая. А много ли памятников вошли в список культурного наследия в прошлом году? И насколько пополнится данный список до конца текущего года? В первую очередь, в прошлом мы уделяем внимание к реставрации и ремонту объектов культурного наследия и пополнению списка. Например, в прошлом году мы взяли под охрану, наделив статусом выявленный объект культурного наследия 8 мест. 7 из них памятники археологии. 1 озеро Сайсары, священное озеро Сайсары, это как достопримечательное место. И взяли под охрану одно сакральное место, Атбыран в Хангаласском улусе. И такая работа ведет. В этом году мы особое внимание уделили к реставрационной нашей деятельности. То есть планируем в этом году отреставрировать, отремонтировать 11 памятников архитектуры.
Появляется ли интерес к истории своих мест у жителей нашего региона? Да. Мы последние годы отмечаем очень большой интерес к защите памятников, к защите сакральных мест. Люди сами поднимают вопрос, сами оформляют. Например, священное озеро Сайсары проводится экспертиза данной местности как достопримечательное место священного озера Сайсары благодаря общественной организации АР-АЕ Итагаля, руководитель Федорова Лена Валерьевна. Так они сами заказали экспертизу, при том, как федеральный памятник. И настоящая работа, они ведут работу, труд их бесценен, как мы считаем. И наша задача им помочь все это сделать. И, допустим, на прошлой неделе мне звонят из одного отдаленного улуса и прямо-таки требуют, что я позвонил главе наслега насчет наделения статусом объект культурного наследия один памятник архитектуры. И таких случаев у нас много. То есть отмечаем довольно-таки сильный интерес. Здорово. А какие мероприятия проводит департамент в связи с годом культурного наследия Российской Федерации? В первую очередь мы восстанавливаем памятники. Мы секреты из этого не делаем. У нас состояние памятников очень-очень слабое. В последние годы идет улучшение благодаря и проекту «Сохраним памятники», начатому главой нашей республики Арсением Сергеевичем Николаевым, и федеральным средствам получили благодаря программе празднования столетия якутской автономии и так далее. То есть используем массу возможностей. Но в этом году, как я уже сказал, будем реставрировать и ремонтировать 11 памятников архитектуры, брать под охрану еще ряд объектов. И, соответственно, параллельно к этому идет и межрегиональное сотрудничество. То есть в марте текущего года мы провели межрегиональный дальневосточный съезд, форум органов охраны объектов культурного наследия. 9 регионов приняли участие, и на прошлой неделе мы завершили семинар совещания 4 регионов. Это Республика Тыва, Республика Алтай, Республика Хакасия и Якутия о защите сакральных территорий. То есть мы консолидируем наши силы, чтобы достичь успеха в этом направлении. И будут проводиться выставки, конференции, семинары в наших улусах. В частности, до конца года мы выставим 2 выставки, посвященные реставрационной нашей деятельности. Это отдельно в нашем республиканском постоянном представительстве по согласованию Андресом Дмитриевичем Федотовым и в здании Центрального совета Общества охраны памятников России. То есть 2 выставки мы покажем. Это наша параллельная деятельность. То есть мы совмещаем, как мы называем, популяризацию, и сохранение объектов культурного наследия. Николай Афанасьевич, спасибо большое, что вы пришли. Желаем дальнейшего процветания вашему департаменту и плодотворной работы. Благодарю вас. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.